Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня 29 ноября, и завтра, 30-го, в нашей республике отмечается День хомуса. Якутяне с большим почтением и уважением относятся к этому музыкальному инструменту, который есть практически в каждой якутской семье. И у меня есть. Ну вот, видишь, как замечательно. Но, как вы знаете, этот инструмент распространен в более чем 90 странах мира. И сегодня к нам в гости пришли интересные гости, в прямом этом смысле. У них тоже есть хомус. Это Харма Йоханнес Линсен, он из Нидерландов. Харма Йоханнес Да. Линсен. И также режиссер из Италии Диего Паскаль Панарелло. Помогать нам общаться будет Елена Шишигина, сотрудник музея и Центра хомуса народов мира. Доброе утро. Good morning. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Харм, Диего, с какой целью вы приехали в нашу республику? What is the purpose of your visit to the Republic? The Day of Hummus, which is very popular amongst people who play the Jews harp. And tonight there is a concert also with in the Palace of the Youth, and that will be new talents who will play. Основная причина, конечно же, это День хомуса и то, что Международный день хомуса очень известен среди хомусистов, коим он тоже является. И сегодня он очень ждет концерт, который будет проводиться в Дворце детства. Там будет выступать молодежь, молодые хомусисты. Ну вот Диего, как мы знаем, снял фильм. Вот о чем этот фильм и что он будет сегодня представлять? So, Diego, you've made a film, and Yeah. yesterday there was a presentation of it. Yes, it was very emotional day because I kind of closed a circle long more than 5 years. Вчера был очень эмоциональный для меня день, потому что я как бы завершил цикл 5-летней давности, когда начал только съемку. And I want to say that the film it talks about the instrument, but the instrument it's used like a magic key to open a fantastic world. Мой фильм о хомусе и о маленьком инструменте, за которым скрывается огромный, невероятный мир. So Вы умеете наверняка играть на хомусе, да? Можно вас попросить сегодня в нашей студии что-нибудь сыграть вместе? Да еще и тандемом. Да. You play the hummus, right? yes, Do you think you could play something for us? Well, we Sure. can try. Можем попытаться, да? Okay. Симпровизировать. Кстати, они будут выступать, наши гости, в пятницу, 30 ноября. Завтра, да? 30 Ага. seconds. Замечательно. А скажите, вот, Диего, у вас якутский хомус, да, я вижу? You have a Yakutian one, right? Yes, this one. Yes, it's made by Tarabukin. Его сделал Эдуард Тарабукин. Ага, а у Харма? Harmon, yours? Well, this is, to be very short, this is a Norwegian Jewish harp that I made in a workshop in Norway. Когда-то я ездил в Норвегию и сделал ее по технике именно как в Норвегии делают хомусы, но сделал я его Вы сам. его сам сделали. Ну, получается, норвежский хомус. So it's like Norwegian, but you made it yourself. Yes. Да. Чем-то вот, Congratulations! Very Поздравляю, good. Харм. чем-то он отличается по игре от якутского How is it хомуса, different как вы from думаете? Yakutian hummus? It's shorter. It's Он much короче, как вы видите. smaller than a hummus. Чуть меньше, чем The хомус. tongue is a little bit more stiff, Очень твердый язычок. and it's meant to play melody in first place. И на нем играют различные мелодии, в основном быстрые. And you know, Yakutian Jewish harp is more for А якутский хомус, он больше the подходит talking для and души, the, играть like красивые Etiquette мелодии. hummus, you know, that's Не зря же он называется Этиген Speak хомус, to it. говорящий, поющий хомус. То есть такие задушевные мелодии можно сыграть, да? Сегодня вы выступаете, завтра вы выступаете, да? А скажите, где именно будет ваш концерт? Tomorrow you're performing at the Day of Hummus. Where is it Yes, gonna be? yes. It's going to be in a big theater. I don't remember the name. She knows better than me. Я не помню, как называется, но я знаю, это огромный, красивый ваш театр, театр оперы и балета. And
we will celebrate our big friend Nikolai Shishigin. Yeah. Мы будем вспоминать нашего друга Николая Николая Спиридоновича. Шишигина. Yes, Николая that Спиридоновича is Шишигина. is my mentor in my film. Он как бы мой наставник в моем фильме. And for me, it was a kind of father figure as well. И для меня он тоже, как бы я считала его как бы отцом. Спасибо вам большое за то, что подошли в Thank you нашу so Спасибо much студию. for большое. coming. Максим. Желаем вам удачи и интересного выступления и живого отклика публики.